Стамбуле прошел первый международный симпозиум уйгурской медицины. Наряду с учеными и врачами, прибывшими из разных стран, в симпозиуме, организованном Уйгурским исследовательским фондом, приняло участие 280 человек. Главной темой симпозиума стали пути передачи традиционной уйгурской медицины в современных условиях и публикация медицинского журнала. Правительство Малайзии заявило, что проведет расследование этнической дискриминации и нарушений прав человека в Восточном Туркестане. Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла сообщил, что этой задачей займется Международный институт исламской мысли и культуры. Подчеркнув, что Малайзия изберет умеренный подход, министр сделал следующее заявление. Малайзия не станет слепо одобрять отчеты китайского правительства и открыто критиковать Пекин. Нашей целью является выявление истины. Китайский ученый Хе Цзянкуй, обвиненный в незаконных опытах, проведенных над 2 эмбрионами, приговорен к 3 годам тюремного заключения. По сообщениям информационного агентства Синьхуа, суд провинции Шэньчжэнь оштрафовал ученого на $430 тысяч. Народный суд района Наньшань постановил, что доцент Южного научно-технического института действовал в корыстных целях и погоне за славой, а также нарушил медицинскую этику. Близнецы, родившиеся в 2018 году в результате искусственного оплодотворения, которое контролировал китайский ученый, были названы Лулу и Нана. Во время научного саммита, прошедшего в Гонконге в ноябре прошлого года, Хе Цзянкуй заявил, что проводил опыты с генами младенцев. Центральный народный суд города Чэнду, расположенного в провинции Сычуань, приговорил основателя кальвинистской церкви раннего дождя Ван Гаи к 9 месяцам тюремного заключения, обвинив священника в попытке свержения власти и создании незаконного предприятия. Наряду с тюремным заключением и лишением политических прав сроком на 3 года, решением суда было конфисковано все имущество Yi, составлявшее 50 тысяч юаней. Священник был задержан вместе с видными деятелями церкви во время спецоперации в декабре прошлого года. В Китае нет официальной религии. Именно поэтому правительство оказывает давление на религиозные группы, находящиеся вне его контроля. Сомалийская разведка заявила, что теракт в Могадишо, в результате которого погибли десятки человек, включая и граждан Турции, был спланирован иностранным государством. В заявлении Национального агентства разведки и безопасности Сомали, опубликованном в социальной сети, указывается, что предварительный отчет о теракте представлен правительству страны. Для расследования происшествия спецслужбы Сомали будут тесно сотрудничать с разведывательными управлениями других стран. Жертвами взрыва бомбы, прогремевшего в Могадишо в субботу, стали 81 человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация Аль-Шабаб.